Пахусный бжалха. Добрый день, друзья. Меня зовут Бежоева Ася. Я преподаю черкесский язык как иностранный уже почти 7 лет. И сегодня я бы хотела вам рассказать немножко про указательные местоимения черкесского языка. Может быть, кто-то подумает, да, подумай, что там рассказывать. Их всего три указательных местоимения. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, указательные местоимения могут иметь определенную форму и неопределенную форму. Если вы не знаете про определенность и неопределенность в черкесском языке, то вы можете посмотреть про это видео на моем канале. А во-вторых, каждое местоимение изменяется по падежам. А падежей в черкесском языке 4. Помимо этого у нас есть множественная форма. Помимо этого мы местоимения можем использовать в различных наклонениях: в утвердительном наклонении, в отрицательном и даже в вопросительном. Но давайте обо всем по порядку. Итак, в черкесском языке есть 3 указательных местоимения: м, мо, а. М на русский язык мы можем перевести как это. То есть это тот предмет, который находится в непосредственной близости от нас. Это то, что мы можем увидеть, и то, что мы можем потрогать, подержать в руках. Местоимение «мо» на русский язык можем перевести как «то». То есть это тоже предмет, который находится близко от нас, но не настолько близко. Возможно, мы не можем до него дотронуться. То есть это вот вон то, то есть недалеко от нас находящийся предмет. И третье местоимение «а». Вот здесь немножко посложнее. «А» мы можем перевести тоже как «это», или «то», или «вон то». Это может быть предмет, который и в зоне видимости, обозримости, но это может быть и предмет, которого, в принципе, сейчас нет рядом с нами. Вот. То есть предмет, которого мы не видим. При обсуждении его мы можем использовать местоимение «а». Помимо этого, является также и личным местоимением третьего лица. То есть все то, что мы называем на русском языке он, она или оно, это тоже «а». А теперь перейдем к определенной форме этих местоимений. Это те же самые местоимения «м», «мо», «а», но с падежным окончанием. Если мы их рассмотрим в именительном падеже, например, то они будут иметь окончание «р». Мэр, мор, ар. Теперь, пока я не перешла к объяснению, в каких случаях использовать какую падежную форму, давайте разберем на примере «м» и «мэр», в каких случаях использовать неопределенную форму местоимения, а в каких случаях определенную форму местоимения. Итак, если коротко, то «м» мы можем перевести как «это», «этот», а «мэр» мы переводим как «это». В чем их разница? «Мэр» мы, в принципе, можем использовать самостоятельно, без определяемого слова, просто показать на какой-то предмет и сказать «мэр». «М» ни в коем случае самостоятельно мы использовать не можем. Он обязательно должен идти с определяемым словом, и в этом случае падежное окончание будет присоединяться к этому слову. Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим на примере. Мхаджабзр дахаш. Это можно перевести как «эта девушка красивая». Видите, мы «р» переместили от «м» к девушке. Мхаджабзр дахаш. Но мы можем это переформулировать и сказать «мэр хаджабз дахаш», то есть «это красивая девушка». И еще момент. Мы можем сказать «мэр хаджабз», то есть это девушка, вот она является девушкой. Но мы не можем сказать «мхаджабзр», мы не можем сказать «мхаджабз». Когда мы используем вот эту вот неопределенную форму местоимения, у нас обязательно должно быть какое-то продолжение. То есть эта девушка, либо мы ее должны описать, какая она, красивая, может быть, высокая, умная, либо должно быть какое-то действие. То есть эта девушка идет домой, или эта девушка красится, или эта девушка еще что-то делает. Я надеюсь, пока все понятно. Давайте перейдем к объяснению, в каких случаях использовать именительный падеж.
Так, мы уже знаем, что в именительном падеже в определенной форме указательные местоимения имеют форму мэр, мор, ар. В таких же случаях мы можем использовать их в таком виде. Например, при описании предметов без использования глаголов, как вот мы до этого делали с девушкой, говорили мархаджабс– это девушка, либо мы можем сказать, например, мэр пашкабзаш– это чистая комната. Вот в этом случае можем использовать в именительном падеже. Еще мы можем использовать их в такой форме в качестве субъекта, то есть подлежащего при непереходных глаголах. Например, мы можем сказать «Мы дохтерер самаджем епляж». Или убрать вообще доктор и просто вот показываем на доктора, говорим «Мэр самаджем епляж». А еще одна функция именительного падежа– это объект или дополнение при переходных глаголах. Например, если мы хотим сказать «Джедум медзагор риубедаш». Кошка поймала эту мышку. Или можем сказать «Джедум мэр риубедаш». Вот показываем на то, что поймала кошка, и говорим «Джедум мэр риубедаш». Теперь указательные местоимения в эргативном падеже. В эргативном падеже они имеют вид мб, моб и аб. Этим местоимением мы можем заменить субъект при переходных глаголах. Например, мы можем сказать «абытхахерьеша», «абытхахьеша». Он продает книги. Или можем сказать «мб тхахьеша». Вот он, вот тот человек, вот этот человек продает книги. Также мы его встречаем в качестве объекта при переходных глаголах. Мы можем сказать «хаджебзер мб йопль». Девушка смотрит вот на это. Еще мы можем использовать в качестве обстоятельства места. То есть, когда мы хотим показать какое-то место, например, я поехал туда, я скажу «са бесыкуаш». Или вот, допустим, меня спрашивают, ты там был? Мобылкуа, мобылша. Вот, в этом случае тоже можем использовать АБ, МОБ и МБ. Еще мы можем использовать как обстоятельство времени, но в этом случае мы должны будем добавить такое слово, как шихуа, то есть МБ шихуа вот в это время, или АБ шихуа в то время. Например, я могу сказать АБ шихуа с цицукт. Тогда, в то время, я была маленькой. Еще можем использовать в качестве косвенного объекта орудия. Мы можем сказать «нанер абыри пханчат». Бабушка им подметала. Чем? Например, вот веником. Вместо веника можем сказать «аб» или «мб» или «пханчат» с помощью этого. Послеложный падеж. В послеложном падеже указательные местоимения имеют вид «мбджа», «мобджа», «абджа». В каких случаях использовать их в такой форме? Если мы говорим про орудие, то есть то, с помощью чего совершается какое-либо действие, то мы будем использовать вот эту форму. Например, я катаюсь на этом или с помощью этого. Оно также может показывать направление движения. Например, если я хочу сказать туда, там, в той стороне, я буду использовать вот эту форму. Мы пошли туда, в ту сторону. Меня там не было, вот в той стороне меня не было. Или можем сказать абыджапля, посмотри туда, то есть в качестве направления движения. Можем использовать в качестве исполнителя действия в пассивных конструкциях. Например, охур абыджа заваджаш. То дело было сделано им с помощью него. Тут как будто тоже такое орудное значение. Кем сделано им абыджа или мбыджа заваджаш. Итак, у нас остался последний падеж, он называется обстоятельственный, и в этом падеже указательные местоимения имеют вид, по учебнику скажу, мэру, мору, ару. Но на самом деле в такой форме я их почти не встречала. Вообще, мне кажется, я никогда не слышала, чтобы кто-то их использовал в такой форме. Мне кажется, более употребительная форма мрауа, мурауа, арауа. Но опять-таки даже в такой форме довольно сложно встретить указательное местоимение. Мне пришлось прибегнуть к помощи,
кабардинского корпуса. Там я посмотрела примеры использования именно вот в таком падеже. Что я там увидела? Ну, в принципе, то, что и ожидалось. Мне кажется, это используется тогда, когда мы в чем-то сомневаемся. И в этом случае вот это вот местоимение, оно будет идти со словом «кызлачынш». Вот, наверное. «Мэру кызлачынш». «Мэрауа кызлачынш». Например, «Мэрауа кызлачынш арзыжар». Наверное, это сделал вот этот, вот это. Вот это кто? Не знаю, может быть, парень. «Мыжалярау кызлачынш». Наверное, это вот этот парень. То есть в тех моментах, когда мы в чем-то сомневаемся, мы можем использовать указательное местоимение именно вот в такой форме, в обстоятельственном падеже. В принципе, на этом все. Мой мини-урок подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно, надеюсь, было понятно. А для того, чтобы вы закрепили полученные знания, я для вас подготовила несколько упражнения именно по указательным местоимениям. Вы можете их найти по ссылке в описании под видео. Араш, узен шовшит,